Hatırsko скалегаcha, a studentcha, arcaycha, hatırsko apsna ikuncho hawajlar. Hastagılaz aşık çıts, herada, яцуп, ичицу проблема ка убырт рыцбара, анча хакуиршат, а губзера дуацны. Сара эсымша сачлум хауб. Апсна имя пусохтырсква срзчлум хауб издырвойт. Дарадзе ицгям харахчар. Харахчар дейт гылоп. Абригир зежшот ай хабачаги. Дешакала хапхаха хасцадзом. Кабардати поэт Хасан Тхарзеплов убриза Ацюхаква имоп. Если кризис в обществе и больна эпоха, то винят в трагедии от чертей до Бога. Разве это может справедливым быть, если не умеем справедливо жить? Не умеем, значит, надо научиться подключить ум, сердце, народные традиции. Послевоенная ситуация нередко заставляла власти действовать методом проб и ошибок. Ошибки, недостатки неизбежны, а вот исправлять их нам надо всем вместе, чтобы народ был един. Иначе никогда не будут приходиться ко двору ни президенты, ни главы правительств. Более того, не будут эффективными диалоги с разными странами, если мы не установим настоящий внутренний диалог. Образование, то есть воспитание и обучение, это важнейший фактор национальной безопасности. Вот недавно Россия приняла закон о воспитании. Нам также надо принять такой закон. Многолетние попытки копировать законы об образовании разных стран контрпродуктивны. Более того, нам нужен национальный закон об образовании, но подкрепленный подзаконными актами, то есть механизмами выполнения этого закона. Вот сколько у нас законов, не имеющих таких подзаконных актов, и они буксуют. Например, закон о государственном языке. Вот в России уже второй год разделяют выпускные испытания на тех из школ, на тех, кто не собирается в вузы, и для тех, кто собирается в вузы. Даже есть послабления по ЕГЭ для поступающих в вузы. Что-то подобное мы и должны тоже продумать. Вот благодаря различным международным организациям у нас уже наметились хорошие перспективы в среднем профессиональном образовании. Не надо
считать это второсортным образованием. Человек получает профессию и начинает работать. Нам очень нужны такие специалисты по рабочим местам. А те, кто решил поступать в наш университет или по линии Россотрудничества в российские вузы, имеют время для подготовки. Важно определиться с выбором будущей профессии и интенсивно готовиться. Настроиться, самое главное, на учебу. Сложности с пандемией мы, как и весь мир, преодолеем. Но с какими потерями, это зависит от того, как мы будем выполнять или не выполнять элементарные вещи. Для Абхазии это огромное количество инфицированных. Только потому, что мы никак не можем собраться и победить. А я думаю, все-таки разум победит, и мы справимся с этим. Скажу так, недополученные по объективным причинам знания в школе мы будем компенсировать в университете. Нашему коллективу к этому не привыкать. Все послевоенные годы мы в той или иной степени как раз этим и занимаемся. Я желаю каждому, и абитуриенту, и любому жителю нашей страны, чтобы сбылись их мечтания, чтобы они, живя в такой прекрасной, в природном отношении людей, гордились тем, что являются гражданами Республики Абхазия. Шан Бзела.